Секретарь Совбеза Ахмед Зейтов доложил главе региона о происшествиях за неделю. Труд довел до заслуженной награды от президента страны. Кто в списке отличившихся? День борьбы с пневмонией отмечают сегодня во всем мире. О профилактике и лечении расскажет Мадина Пугуева. Это новости 24. Добрый вечер. Глава Ингушетии Юнусбек Евкуров поручил Совету безопасности совместно с руководством дорожной инспекции усилить профилактическую работу среди молодежи. Секретарь Совбеза Ахмед Зейтов доложил главе региона о происшествиях за неделю. В пятницу на выезде из Малгобека было совершено ДТП, в результате которого 4 молодых людей погибли. 2 получили тяжелые увечья и были доставлены в ближайшую больницу. Причиной аварии стал выезд на встречную полосу «девятки», в которой сидело 5 человек. В связи с этим происшествием Евкуров призвал всех родителей ответственнее подходить к воспитанию своих детей, контролировать их поведение. Произошло столкновение автомашины ВАЗ-21-099 и Мерседес Гелендваген. Пострадало погибших 4, пострадавших еще 2. Пока идет расследование, объективно, кто из них виноват, пока не установлено, пока дознание не закончится, обстоятельства полностью неизвестны. Предварительно такой выезд на встречную полосу. Там одними мерами на дорогах мы не ограничимся. Собирайте эту молодежь, у которой есть машина. Найдите время, собирайте их, с ними разговаривать. По телевизору это все показывают. Почему? Потому что личное отношение каждого водителя должно быть к этому. Не восприятие скорости. Вот как они сейчас не воспринимают там правила дорожного движения, их надо привести к тому, чтобы они воспринимали там нарушение правил дорожного движения. Тогда можно говорить о порядке на дорогах. Посмотрите, изучите эту тему максимально. Это одно. Второе, саму службу работал с начальником ГИБДД в течение 3-4 дней. Объедьте всю республику. Посмотрите оценку деятельности каждого там начальника ОВД и ГИБДД на территориях. Сколько машин задержаны, сколько там нарушителей, сколько по скорости, сколько нас за встречку. Даже вот с такими авариями у нас каждый день должно быть как минимум по 100 человек, которые задержаны, которые оштрафованы за эти дела. Разберитесь. Еще немного о ситуации на дорогах региона. Наша съемочная группа сегодня отправилась в собственный рейд. Воскресенье – традиционный день свадебных процессий. Кортежи, пробки, гонки – все бывает в наличии. Зелимхан Калоев отправился на поиски злостных нарушителей покоя граждан. И вот что удалось заснять. В это воскресное утро, несмотря на традиционно большое количество свадеб, на дорогах спокойнее обычного. Даже определить кортеж в потоке машин стало сложнее. Означает ли это, что молодые люди стали задумываться о ежедневных ДТП на дорогах Ингушетии? Или это просто удачное утро? По словам сотрудников ГИБДД, нарушений за последнее время стало меньше. Но иногда лихачи все же дают о себе знать. Свадебный кортеж нормально, нормально. حارب واخش هاي تندواج ده نرشن شراف أدوكوش نواجه نكذاني يجي عشان واج كرتيش كله صوتي بيجي وقت شلا حاجة قوم بيجي شيء نفس كله يخاف يعني يسك بصوتي يعني وقت شلا قوم واج عن بدر يا شواد من كرتيش كيس جاي لقايك كرتيش نرشن مش كيس جاي. Рейды по выявлению злостных нарушителей проводятся каждое воскресенье. Дало ли это свои плоды? Наша съемочная группа решила патрулировать самые оживленные улицы со скрытой камерой, а также узнать у самих участников дорожного движения, как, по их мнению, обстоят дела на дорогах. Мнения по поводу шумных свадеб у любителей авто расходятся. Если же старшему поколению пробки, которые создают кортеж, мешают, то молодежь относится к этому более лояльно. Абсолютно. Нормально, да, бог. Могу я хочу бог ждать кубовые кортежи, да, молодой кегинар, а ты еще машина, да, бери, машина, духлюаш, машина, духлюаш, халюаш, машина, халциейтыш, нقدالاتي, лил ждать кубы, харца лил ждать кубы. Дигдар радио, наши, да, хусум да, вот я комашин, машина, да, я хаю хайвари. Там дук хатырж дубе, днес, нахгатыш, дук адам доз латыш, кегинар бой леж латыш. المشين السخليليرة المشين شحال يا أخرى سريش البوسط يا أخرى دق خطر الجك داخل دق تازية دق خمار دق
Свадеб в Назранском районе сегодня не так много, так как в час пик нам удалось встретить в Назране всего 2 кортежа, но самый разгар событий произошел позже. Еще одна проблема – это стрельба в воздух, которую многие молодые люди трактуют как элемент традиционной ингушской свадьбы. Вот и сегодня участник свадебного кортежа устроил стрельбу в воздух в Назране в районе старого автовокзала. По итогам сегодняшнего дня это единственное нарушение, которое нам удалось застать. Зелимхан Калоев, Хаваш Гойгов, Новости 24. Янусбек Евкуров проинспектировал строительство многоквартирных домов и социальных объектов в ряде населенных пунктов республики. При посещении каждого объекта глава дал поручения и установил сроки их выполнения. В частности, глава республики побывал на месте строительства школы на 720 мест в Малгобеке и первого молодежного культурно-досугового центра в Назране. Оба объекта в ближайшее время должны быть готовы к сдаче в эксплуатацию. По словам строителей, темп работ ускорен, и они выполняются с опережением установленного графика. Янусбек Евкуров обратил внимание руководителей подрядных организаций на благоустройство прилегающих территорий. Он считает, что деревья лучше всего высаживать в грунт осенью. И сейчас как раз самое удачное для этого время. Также до наступления дождей и холодов необходимо завершить земляные работы. Почетной грамотой президента страны награжден аудитор контрольно-счетной палаты Ингушетии Магомед Башир Аушев. И звание «Заслуженные работники физической культуры Российской Федерации» присвоено 2 выдающимся руководителям детско-юношеских спортивных школ Малгобекского района Руслану Аксагову и города Малгобека Султану Миржоеву. Репортаж нашего корреспондента. Он был самым молодым в России региональным министром финансов, а позднее и заместителем председателя правительства. Свою трудовую деятельность Магомед Башир Аушев начал в 1992 году. Не раз менял место работы. Сейчас совмещает преподавательскую деятельность в НГУ с работой аудитора контрольно-счетной палаты республики. Должность аудитора утверждается нашим народным собранием. Вот меня утвердили в этой должности. Руководитель счетной палаты представил меня коллективу, и вот я начал работать. Выполняемый им объем работы свидетельствует о его высоком профессионализме и компетентности. Знания и опыт в области экономики и финансов позволяют аудитору активно делиться навыками с коллегами. Очень хороший профессионал именно в области бюджетной политики, финансов. И вот с времени прихода именно в счетную палату на должность аудитора он у нас возглавляет направление контроль за управлением государственным имуществом и взаимоотношениями с местными бюджетами. И вот непосредственно курируя это направление, это сложное направление, я вам скажу, и вот курируя это направление, он показал себя именно вот профессионалом с большой буквы. За заслуги в области экономики и финансовой деятельности Магомед Башир Аушев получил почетную грамоту президента страны. Левую ногу сюда выставляем и право перебиваем ему ногу. И продолжаем движение. Для своих воспитанников Руслан Аксагов в первую очередь наставник. ФОК в Дядиковюрте он возглавил 20 лет назад, а спустя год объявил первый набор ребят в спортшколу. С этими ребятами работали. Первый у меня из ребят пробился на мировую арену, это Костой Асап, 5-кратный чемпион России, 6-кратный чемпион Кубка мира, большой шлем выигрывал, Европу выигрывал, командный чемпионат Европы выиграл, Всемирной универсиаде бронзовым призером был. И таких ребят, конечно, тот результат, который добился Асаб, мне не добивались, но призеры России, призеры мира, призеры Европы были у меня ребята. Спустя 7 лет долгой и упорной работы с учениками Руслан получает звание заслуженного тренера России. А теперь к этому достижению прибавилось еще одно. Указом президента страны ему присвоено звание заслуженного работника физической культуры. Руслан отмечает, это не только его заслуга, а также его тренеров, учеников и всех, кто помогал на пути к карьере. Я более 20 лет знаю Руслана, до этого знал. Руслан вообще с хорошей стороны человек. Плохого ничего невозможно. Нормальный, согласен, знает свою работу. В общем, профессионал своего дела. Спортивная карьера Руслана Аксагова началась еще в детстве. Последовав примеру двоюродного брата, он решил заняться классической борьбой. А дзюдо на тот момент в республике еще не знали. А желанием заниматься спортом Руслан тогда сильно загорелся. Спустя время кто-то из братьев-самбистов посоветовал ему перейти в самбо. Мол, вид спорта более серьезный и пойдет ему только на пользу. Он так и поступил, но по словам Руслана, этому предшествовала забавная история. Я тогда, когда начинал, пошел туда, тренер у нас был Феликс Петрович Куцель, маленький такой. Я думал, если самбист, он должен здоровый быть, там, высокий, плотный, а он 62 сам выступал. И я сидел на подоконнике, он говорит, ты что здесь пришел? Я говорю, какое твое дело? Какой я тренер? Говорит, какой ты тренер? Говорю, тренер здоровый должен быть.
А другие ребята подошли, посмеялись, говорят, да, он действительно наш тренер, Феликс Петрович Куцель. В спортивной школе детей обучают таким видам спорта, как дзюдо, самбо, карате и кикбоксинг. Джафар Костоев вот уже 10 лет занимается дзюдо под чутким руководством Руслана. Тренер, по словам спортсмена, всегда очень серьезно относится к тренировкам и зря времени тратить не любит и другим не дает. Не любит, если ты не пропускаешь тренировки или еще что-то такое. Звонят, заставляют тебя тренироваться. Ну, как бы это тоже, как сказать, благодаря этому, своему качеству, из-за этого здесь такие результаты. Если кто-то отрабатывает приемы в кимоно, то Султан Миржиев также хорошо владеет мячом и развивает футбол в регионе. Ему также присвоено звание заслуженного работника физической культуры. Тренерскую карьеру начал больше 30 лет назад в первой Назрановской школе. Более того, Султан стоял у истоков зарождения профессионального футбола в Ингушетии. Он первый руководитель команды «Ангушт». Мы начали создавать команду в 93-м, с конца 93-го года. И в 94-м году, 1 марта, мы провели первый сбор в составе команды. Я был начальник команды «Ангушт». Вот мы начали эту работу в Малгобеке. Уже 6 лет он возглавляет республиканскую школу-интернат. За это время Султан воспитал немало уже профессиональных футболистов, которые сейчас выступают в Ангуште. Султан с гордостью вспоминает первый кубок, завоеванный воспитанниками на международном турнире в Туапсе. Я считаю, что вот этот первый кубок, который мы завоевали, самым дорогим кубком. Ислам Цыздоев сам выпускник спецшколы и активно участвует во всех турнирах, которые проходят в Малгобеке. В их семье к футболу всегда было особенное отношение. Этим видом спорта здесь не просто болеют, но и не пропускают ни одного матча. Султан стал для ребят не просто отличным тренером, а примером для подражания. Самого Султана знаю очень давно, так же, как и помимо меня его знают, наверное, все любители футбола, не только в Малгобеке, но и по всей Ингушетии, а может быть и за пределами. И мне кажется, большая заслуга Султана в том, что очень много воспитанников Ингушской школы футбола прошли именно через РДЮСШ, именно через это учреждение. Я уверен, практически убежден в том, что, наверное, ни один из узнаваемых футболистов, выходцев из нашей республики, не может сказать, что не знает Султана и не благодарен ему за тот или иной период в его карьере. Время идет, подрастающее поколение покоряет все больше спортивных высот. Возможно, эти ребята, так же как и их наставники, добьются высоких результатов в жизни. Будут достойно представлять республику на мировой арене. Саид Куштов, Михаил Тангиев, Рамзан Зурабов, Новости 24. Билеты на поезда дальнего следования в 2018 году не подорожают. Федеральная антимонопольная служба приняла решение не индексировать тарифы на плацкарты и общие вагоны в новом году. В сопоставимых ценах с учетом инфляции это означает снижение цен на билеты. ФАС России отмечает, что существует тенденция сокращения пассажирских перевозок. Снижение пассажиропотока составило почти 8,5% в этом году. В такой ситуации невозможно было говорить об увеличении стоимости плацкартных билетов. Тема терроризма обсуждалась накануне во всех мечетях региона. В центральной мечети Назрани проповедь завершили коллективный дуа по погибшим и раненым от рук террористов при нападении на посту в Яндере. Начальник управления по делам религии при главе Ингушетии Али Котиков призывает не поддаваться на провокации. بوصل بناهجر اسخلي شوية تلقي لق حيها مجدات ما يجدي كشك صول صوغ لق أمالش خن تلفزيوني خن راديو خن أخ سون فالو در يالش إز عداوة إز ما استغل ظلم حليل دجوا نخ تان تهلاك تجناه به أخ جناخ كيش بجوا نخ دن حلق وتشي دنس داغل خد شيا خجي صدقشكي سون فالو در يالش ومحكرشنا خيج با هيدر سون إز كيجناخ كيش بش إز كيجنا زناق داغل ناق بشاج سناق تحسو ظلمن تحسو ليل تشخان بوصل بناها ومعكر بوصل بناها قا كرسل ديحكج إجناح بابي ميك بشان عدل بولوي ميك بشان بابي يعني تو بوصل بناها قا تكفير ديحكج بولج بو نخ ديشا بولج بو نخ قاستا ديحن سناها خيج با خيت سنة ج نخ كالهر بو بواتسلجي تو شوي ديحن حليل دجلو تشحمنا مارش إج بوصل بواتسلجي حنا عدل بولو ببه لا المقلة إجنا حقوش بابه إيش حقوش بعنجل ده هذه هنا تانا جواد نتخبط إذا هم في معك تسخل شيء الظلم في معك تليل دش بعدر إذ ليل دشارة
زون تان بيديز ياش حلوة للشارع ومحكر زهندا خود دادا يحكش بعد. В конце текущего года в России стартует Олимпиада «Я профессионал», участие в которой смогут принять студенты из Ингушетии. Конкурс проводят ведущие вузы страны – Российский союз промышленников и предпринимателей и Общероссийская общественная организация «Деловая Россия». К Олимпиаде уже готовятся студенты Ингушского государственного университета различных специальностей – гуманитарных, естественно-научных и технических. Задания рассчитаны на студентов старших курсов, бакалавриата и специалитета, а также магистрантов. Но испытать себя может каждый желающий, ограничений нет. Регистрация участников Олимпиады уже началась. Ее первый отборочный этап пройдет в режиме онлайн на платформе Яндекса в начале декабря. Заключительный очный этап пройдет с 27 по 30 января на площадках вузов-организаторов. Кроме денежных призов, предусмотренных для золотых медалистов Олимпиады, победители и призеры получат право поступить с максимальным баллом в магистратуру или аспирантуру российских вузов и научных центров по профилю Олимпиады. Еще одной наградой за успешное участие в Олимпиаде станет включение в национальную базу «Молодые профессионалы», а это источник кадров для крупнейших российских работодателей. Присоединяйтесь к команде успешных профессионалов страны. Будущие профессионалы, потенциальные кадры страны накануне в Пятигорске в стенах филиала Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте с размахом отметили праздничное мероприятие. Поводов было несколько. Юбилей двух субъектов СКФО, Ингушетии и Карачаево-Черкесии и прошедший День народного единства. Наш корреспондент Саид Куштов выехал на место. Ему слово. Этот танец всегда сплачивал вокруг себя целые народы. Лезгинка обладает глубоким символическим значением. Древней основой танца является история, повествующая об орле и лебеде. В образе орла танцует мужчина, чередующий темп танца от медленного стремительного, подобно орлу. Женщина, напротив, двигается плавно, подражая лебединой стати. Так, в Академии Ранхикс при президенте Российской Федерации этот грациозный танец объединил студентов разных национальностей. Мы обмениваемся нашими национальными культурными достояниями, показываем нашу культуру, наши традиции, и тем самым мы укрепляем любовь, взаимоуважение и все, что вот должно быть между нашими многими нациями на этом Кавказе и во всей России. Это мероприятие посвящено 25-летию образования Республики Ингушетии и Карачаево-Черкесии. Соседи поддержали молодые регионы и приняли участие в международном празднике. Представители разных национальностей радовали гостей изысканными блюдами народов мира. Праздник стал еще одним символом объединения двух северокавказских республик. Наши народы с многовековой историей имеют общее прошлое. Официальные торжества по случаю Дня Республики прошли еще летом, но поздравляют регионы целый год. Хочу поздравить свою республику с 25-летием. Хочу пожелать успеха во всех ее начинаниях, мирного неба над головой, взаимопонимания, любви всем жителям республики. У нас нет такого, это карачаевцы, это балкарцы, нас объединяет все одно целое. Наши традиции, наши танцы, наша культура, наша академия. Мы узнаем о культуре других национальностей. Также прививается любовь к патриотизму. Поддержать наших студентов приехала Мака Аушева, заместитель председателя правительства Ингушетии. В первую очередь, конечно, хочу поблагодарить директора Академии Тлисова Азамата Борисовича за то, что он уделяет большое внимание нашей молодежи, организовывает такие мероприятия, которые сплачивают народы России. Северокавказский институт Академии при президенте России считается кадровым центром аппарата полномочного представителя президента страны в СКФО. Выпускники этого вуза занимают самые высокие управленческие посты по всей стране. Сегодня в Ранхикс обучается 60 студентов из Ингушетии. Впрочем, наши земляки есть и в числе преподавателей. Студенты, проживающие здесь и обучающиеся здесь, в городе Пятигорске, проводят такие мероприятия совместно с нами. То есть мы их вовлекаем в данное мероприятие, они накрывают национальное подворье, руководители общин и диаспор помогают им в этом, руководство вуза также помогает в организации данных мероприятий. Почетными гостями у нас как из полпредства по СКФО, также руководители и министры разных республик к нам приезжают и достаточно бывают довольны.
На этом празднике отразилось все многообразие богатства культур большой страны. Я уверен, что подобные мероприятия дают возможность нашим слушателям, студентам знакомиться с традициями, кухней, культурой народов. И вот через такое знакомство, познание друг друга возникает очень важное единство и сплочение наших народов. Такие мероприятия прокладывают своеобразные мосты дружбы народов. Ведь гордиться своим происхождением и дружить с молодежью других национальностей – признак здорового современного общества. Саид Куштов, Адам Далаков, Новости 24. День борьбы с пневмонией отмечают сегодня во всем мире. Заболевание, известное как воспаление легких, способно привести к летальному исходу. Среди причин смертности этот недуг стоит на 4-м месте после заболеваний сердца, сосудов, тяжелых травм и отравлений. Подробно о мерах профилактики и способах лечения репортаж Мадины Пугоевой. Зарифе Гариевой уже за 50. Почти половину своей жизни пожилая женщина проводит в медицинских учреждениях страны. Сначала появились симптомы простуды, вспоминает она, а после выяснилось, что это вовсе не безобидное заболевание. Воспаление бронхов, а впоследствии еще и пневмония буквально приковали Зарифу к больничной койке. Лет 20 тому назад я что-то по больницам лилажуся. Но на этот раз очень тяжелая была, температура была, одышка была, чогому халдолужер, почти. На носилках меня сюда привезли. Дня 3-4 я как уже лежу. Но мне кажется, что мне намного легче. В соседней палате очередной курс лечения проходит и Магомед Аушев. С пневмонией пожилой мужчина борется уже несколько лет. Периодически вылечиваясь, он вновь попадает в больницу с осложнениями. Болезнь свою запустил по причине халатного отношения к своему же здоровью, признается он. Грипп, воспаление, осложнений холцох. Нахмут гвы. Я возлор. Сусе я лазер корд далтар сусе му. Я дороги хайчи лур что халмадия. Таких, как Магомед, в Назранскую городскую больницу попадает немало. Пневмонией чаще всего болеют дети, пожилые люди с сердечной недостаточностью, с пороками развития легких, больные с ослабленным иммунитетом, курящие и злоупотребляющие алкоголем люди. На базе пульмонологического отделения от воспаления легких ежегодно лечатся несколько десятков человек. В 2016 году было 218 выявленных пневмоний, в этом году 150 человек с пневмониями выявлено. А так как отделение рассчитано на 35 коечных мест, сейчас на данный момент все койки у нас заняты. Половина из этих больных с пневмониями, в основном это женщины, так как иммунитет намного слабее, чем у мужчин, и пожилые люди старше 65 лет. При этом сохраняется и риск летального исхода от этой болезни. Среди причин смертности пневмония стоит на 4-м месте после заболеваний сердца, сосудов, опухолей, тяжелых травм и отравлений. Переходя от одной стадии к другой, этот недуг может постепенно поразить все легкое. И если его запустить, последствия могут быть далеко не утешительными. Если эту пневмонию вовремя не вылечить, может быть выпад плевральной полости. Это значит, что здесь будет набираться жидкость, в результате которой человеку станет еще хуже. Он будет задыхаться, так как легкое будет у нас поджиматься из-за наличия воздуха в плевральной полости. Между тем, любители народной медицины активно пропагандируют в интернете лечение пневмонии в домашних условиях. Целебные свойства некоторых овощей, фруктов, различного рода компрессы и травы вполне могут заменить и комплексное лечение в больничных условиях, уверены они. Лекарства употреблять не хочется. В сочетании с медом получается прекрасное средство от кашля. Вот опытные врачи призывают не заниматься лечением на дому. Чтобы полностью избавиться от недуга, требуется хорошая диагностика, правильный подбор лекарственных препаратов и постоянное наблюдение у медиков, потому как только врач способен определить, какая у больного форма пневмонии и какое именно лечение ему необходимо. Самолечением заниматься в данном случае никак нельзя, потому что мы можем не добиться окончательного результата и запустить пневмонию. И в течение долгого времени потом она становится устойчива ко всем этим антибиотикам, не поддается лечению, и, конечно, могут любые другие побочные эти заболевания подключиться к этому на фоне ослабленного организма. Лихорадка, слабость, боль в грудной клетке, одышка и кашель – эти симптомы присущи не только простуде и гриппу, но и пневмонии, а потому при малейшем подозрении на недуг стоит немедля обратиться к медикам. Повседневной заботы и отсутствие времени на визит к врачу, халатному отношению к собственному здоровью вовсе не оправдание. Мадина Пугоева, Майрбек Миржоев, Новости 24.
Рустам Талдиев стал двукратным чемпионом мира по боевому самбо на чемпионате мира в 2017 в Сочи. Наш земляк выиграл у спортсмена из Киргизии Аразбека Аптандила Уулу со счетом 7-0. В весовой категории до 62 килограммов. В соревнованиях приняли участие порядка 500 самбистов из 90 стран мира. На ледовой арене РЗИ прошел товарищеский матч ночной лиги. Участие в нем приняли не только любители, но и профессионалы из Ингушетии и Кабардино-Балкарии. Такие матчи стали уже традиционными. После 60 минут захватывающей игры победу со счетом 12-10 одержала наша команда. Не успела шайба коснуться льда, как началась активная игра. Борьба идет то у ворот хозяева в поле, то у гостей. И уже в первом периоде шайбу забивает ингушская команда. Затем за ней и вторую. Но уже во втором гости сравнивают счет. Ахмед Келигов увлекается хоккеем с раннего возраста. Еще в детстве у него были свои кумиры в этом виде спорта. У меня кумир был Третьяк. Я и маленьким был, играл хоккей, на воротах стоял. Потом вот у нас вот построили ледовый городок. Вот я говорю, мечта моя сбылась. У каждого игрока ночной лиги своя история, которая связала их жизнь с хоккеем. И этот спорт для многих не просто хобби, а смысл жизни. История хоккея в Ингушетии началась в 2014 году по инициативе Юнусбека Евкурова. И сегодня этот спорт стал как никогда популярным в регионе. Сегодня выходной день, спортивный день как бы. Вот. Заниматься нужно спортом. За счет быстроты игры можем победить. И за счет своих задумок каких-то тактических, которые я не могу сказать сейчас. Будем надеяться на победу. Участие в матче принимают не только любители, но и профессионалы из Ингушетии и Кабардино-Балкарии. А благодаря Леониду Качесову, забившему 2 шайбы в ворота, счет сравнялся. Играем в свое удовольствие. Техника нам не позволяет план выполнить. Заниматься надо, тренироваться, учиться. Кто не умеет, кто умеет, те должны подтягивать свои слабые качества. Счет меняется буквально каждые 5 минут. Несмотря на то, что гости сравнивают счет с хозяевами, обогнать их хотя бы на 1 очко у них не получается. После каждого тайма игроков мотивирует капитан команды. Когда эти 100 метров можно нормально сэкономить, отдать нормальный пас, голову поднять, не торопясь. А то бежим как сумасшедшие к шайбе, размахиваемся, промахиваемся и убегаем дальше. У Амира Дудургова такая же история, как и у большинства хоккеистов. Заинтересовался хоккеем он еще в детстве, но играть вышел всего 1,5 года назад. Вспоминает, как поначалу с непривычки болели ноги, но со временем и боль прошла, и азарт появился. Команда соперник, конечно, сильная команда. В отличие от нас уже, в принципе, долго занимаются. Некоторые из них уже тренера детской юношеской команды тренируют. Поэтому играют они здорово. Болельщиков на трибуне не так много, но они дают о себе знать. Среди присутствующих на скамье болельщиков есть и те, кто видит подобные матчи впервые. Я очень рад и горд за тех, кто построил это здание, что они занимаются. Это хорошее развитие, спортивное развитие наших поколений. И хочу обратиться к нашей молодежи. Приезжайте, приходите и занимайтесь, тренируйтесь. Это будущее. После 60 минут захватывающей игры победу со счетом 12-10 одержала ингушская команда. И все это благодаря ежедневным тренировкам на льду. Хоккей в нашей республике развивается быстрыми темпами. Во многом благодаря желанию самих жителей региона и руководству арены, которую не упуская случая устроить товарищеские матчи с командами соседних регионов. Зелимхан Калоев, Рамзан Миржоев, Новости 24. Ну и в завершении. В Абу-Даби, столице Объединенных Арабских Эмиратов, открылся свой Лувр. Художественный центр создан в рамках соглашения между Парижем и Абу-Даби, заключенного 10 лет назад. Комплекс, расположенный на острове Саадият, стоит около $1 миллиарда. Только за использование названия в течение 30 лет заплачено 525 миллионов. Архитектор музея француз Жан Нувель. Музей включает в себя 55 небольших зданий, соединенных дорожками и аллеями. Здесь представлены около 600 произведений искусства. 300 работ арендованы у французских галерей и музеев. Среди них шедевры Леонардо да Винчи, Ван Гога, Пикассо и других знаменитых художников и живописцев. В Абу-Даби надеется, что музей привлечет туристов со всего мира. Следите за новостями на канале Ингушетия и до встречи в эфире.